Собравшиеся на главной площади Праги люди подчеркивают, они здесь в мирных целях. Американцы, давно или недавно переехавшие в Европу, чехи, которым есть дело до того, что происходит вокруг. Все обеспокоены, как изменится их жизнь их страны и всего мира с приходом нового американского президента. И речь на женском марше идет не только о правах женщин. Меня вообще не устраивает, что происходит сейчас в моей стране. Я считаю, что сейчас идет такое время очень тяжелое в Соединенных Штатах, и я хочу быть частью движения против всего, что происходит. Люди, которые сидели дома тихо, смотрели, что происходит, сейчас много недовольны. И они стали немножко двигаться, по-моему. Надеюсь. Двигаться стали, да еще как. Мирные марши за права женщин, свободу слова и прессы прошли в 61 стране, в 673 городах. Первыми на улицы вышли около 3000 активистов в Сиднее. Наше послание не только для Трампа, для всех регрессивных политических программ по всему миру, в том числе здесь, в Австралии. Мы не будем молчать, пока сексизм и расизм существуют как части национальной политики. Это не марш против Трампа, это марш за равенство и гражданские права. Сингапур, Нью-Дели, Тель-Авив, Будапешт, Берлин, Лондон. Такого масштабного события в мире не было давно. И в каждой стране, в каждом городе послание тем, кто избран людьми для принятия важных решений. Тем, кто почему-то перестал слышать этих самых людей. Мое послание сегодня о силе голосования, о том, что благодаря ему наши голоса могут быть услышаны. Возможно, Дональд Трамп нас и не услышит, но есть 538 человек в Конгрессе, которые будут переизбраны в ближайшие 2 года. И мы собираемся убедиться в том, что если они нас не услышат, они не будут избраны снова. В Вашингтоне, по данным организаторов, марш сестер собрал около 200 тысяч человек. По всему миру более 2 миллионов. Неформальный цвет одежды участников – розовый. Обязательный аксессуар – что-нибудь вязаное, шарф или шапка. В руках – плакаты. Даже если кто-то не захочет, такую яркую и многолюдную толпу не заметить просто невозможно. Участники надеются, что будут еще и услышаны. Дарья Ализаде. Настоящее время.